Онегин на свободе, стрижен по последней моде, как Дэвид в лондонской оде. Наконец увидел свет. Владимир Ленский, с душой прямо Никитинской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Куда уж мне эти поэты? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя. Где ты проводишь свои вечера? У Лариных? Слушай, Ленский, представь меня. Ты шутишь? Нет. Я рад. И когда же? Да хоть сейчас. Они с охотой встретят нас. Поедем. Как я люблю под звуки песен, мечтами уноситься куда-то далеко. Ах, Таня, Таня, всегда мечтаешь ты, а я так без тебя. Не весело, когда я пение слышу, мои дни юные текут. Я беззаботно, шаловлива, меня ребенком все зовут. Чу, подъезжает кто-то, это он. Он не один. Кто бы это был? Сударыня, приехал ленский парень, а с ними господин Онегин. Скорее убегу. Таня, Таня, куда ты? Тебя же судят. Медам, я на себя взял смелость привести приятеля. Рекомендую вам. Онегин, мой сосед. Я очень счастлив. Скажи, который это Лена? Да, которая молчалива и грустна, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен меньше? А что? Я выбрал бы другую, когда бы я был как ты, поэт. В чертах Ольги жизни нет. Как счастлив я. Снова я вас увидел. Вчера мы виделись, мне кажется. О, да, но все же день целый. Долгий день прошел в разлуке. Это вечность для меня. Скажите мне, бывает вам прискучно здесь, в глуши, хотя прелестной, но далекой? Я мечтаю много, читаю, бродя по саду. О чем же вы мечтаете? Задумчивость моего друга. Я вижу, вы мечтательно ужасны, и я когда-то таким же был. Меж тем Онегин явление Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Шутить, судить не без греха, Татьяне прочит жениха. Итак, звалась Татьяна. Ах, няня, няня, мне так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне так тоскливо. Мне тошно. Милая моя, я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай окроплю святой водою, ты вся горишь. Я не больна, я, знаешь, няня, влюблена. Дай мне, няня, перо, бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу. К вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Но вы, моей несчастной доли, хоть капли жалости храню, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда. Когда в надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Зачем вы посетили нас, в глуши забытого селения? Я никогда не знала вас, не знала горького мучения, души неопытной. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала,
или молитвой услаждала тоску во глубине души. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Ах, няня, сделай одолжение. Изволь, родная, прикажи. Не думай право подозрения. Ты видишь, не откажи. Мой друг, вот Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской с этой к тому, к соседу. Да велите ему, чтобы не называл меня, чтобы не заговорил ни слова. Кому же, милая моя? Как недогадлива ты, няня. Ты видишь, дело о письме к Онегину. Вы ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел. Души доверчивые признания, любви невинное излияние. Напрасно ваше совершенство, и вовсе недостойно. Поверьте, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю в тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Я люблю вас любовью брата, и, может быть, еще лучше. Расходись. Сходись. Увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. И здесь мне скучно, убив на поединке друга. Дожив без цели, без трудов, до 26 годов, без службы, без жены, без дел, себя занять я не умел.
он был, и вот, вернулся к нам теперь Онегин. Евгений? Он известен вам? Сосед он по деревне нам. Скажи мне, князь, не знаешь ли, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю. Да кто ж она? Жена моя, Так ты жена? Не знал я ранее. И давно ли? около 2 лет. И на ком же? А Лариной? Татьяне? Ты знаком? Я им сосед. Итак, пойдем, тебя представлю. Мой друг, позволь тебе представить родную друга моего Онегина. Я очень рада. Встречались прежде с вами мы. В деревне? Да, давно. Друг мой, устала. Неужели это та самая Татьяна, которую я помню? Не может быть. Опять Онегин, как призрак беспощадный. Довольно встаньте. Я должна перед вами объясниться. Онегин, вспомните тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела. И тогда смиренно урок вас выслушала я. Я вас любила. И что же? Какой ответ нашла я в вашем сердце? Одну суровость. Я вышла замуж. Что ж ныне меня преследуете вы? Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдаю и буду веки любить. Здесь, героя моего, минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим надолго, навсегда. Яковлев Дамир, Пушкин, Евгений Онегин, Евсеев Николай, Владимир Ленский, Кириллин Денис, Татьяна Ларина, Гололюбская Алина, Ольга Ларина, Аксинья Архангельская, Няня Филиппьевна, Чига Юлиана, князь Гремин, Марахоев Артем, гости бала, Чуприна Ирина, Винокурова Милена, Кольцева Камила, Винокурова Айна, Оля Спурсу, Павлов Ферхан, Гаврильев Андрей, Васильев Валентин.